Вот в этом новом доме живет моя прабабушка Авила Анфиса Павловна. Пойдемте к нам в гости. Здравствуйте, пожалуйста, в дом заходите, будете гостями. Мы переселились перед Новым годом, внучки дали квартиру. Сейчас живем тут. У меня и 5 детей было, осталось 4. Это дерево у нас как древней жизни. Вот это внучки у меня сколько? 12, а правнуков 3. И внучат всех воспитывала 6. Вот, и они теперь меня опекают. Пойдемте, я покажу свою квартиру. Вот здесь наша комната. Здесь я живу, это моя комната. Вон мои эти с внучатами. Хандыкчанка Анфиса Павловна Авилова Мальчикитова из рода Метакар, единственная в республике сказительница Нимдгалакан эвенкийского героического эпоса. Народная певица исполняет на родном эвенкийском, а также на русском и якутском языках. Ученые-исследователи с молодых лет записывали ее как исполнителя народных песен. Aladana tangkal dolit taragan juget agagalut agagalut wan kive mada kana wa dite haga Анфиса Павловна родилась в 1932 году в Читинской области в местности Нечатка в семье потомственного оленевода-охотника. С ранних лет с родителями вела кочевую жизнь и впитала культуру, язык своего народа. Мы маленькие были, внучат много, балуемся. Когда балуемся, это наша бабушка песни пела, эти сказки рассказывала. Вот оттуда осталось. Вот это все осталось у меня. Вот от бабушки это все передалось. Всю жизнь она трудилась бухгалтером, кассиром-пушником в Читинской области и Валданском районе. В ее репертуар входит традиционное исполнение героических сказаний восточных эвенков. Самым известным, записанным от нее, является сказание «Тарганай», где рассказывает о добром герое Тарганай и злом герое Каданае. Это сказание по праву вошло в золотой фонд эпоса эвенкийского народа. Чтобы приданное дать, на охоту поехали, чтобы деньги заработать. Ну и вот 3 дня ехали. Вот этот Тарганой, Тинаной, Сиктаной поехали на охоту. Потом они этого... еще девушка написала в этой заячьей шкуры, что меня Каданой хочет увезти, украсть хочет. Но, может, не поедешь ты? А он сказал, нет, мне надо обязательно ехать. Он поехал. Это бересту завернул и по речке сплавил. А вот там к поводу пошел, он это поймал. Ну, может, это оставим эту охоту, сказали родители. Он сказал, нет, поедем. Как большой знаток своей традиционной культуры эвенков, она обладает многими знаниями фольклора, обрядами, песнями, сказками, малыми жанрами фольклора. Ну, эвенки, конечно, надо было бы, раньше надо было им думать, что эвенский язык надо. Только они схватили, когда все умерли. Я говорю, дома разговаривайте с детьми на эвенкийском языке. Тогда только. Я никогда не бросала свой эвенкийский язык.
Ну, Эвенка где-то встретит на венкийском. И песни поем, и праздники празднуем. Я никак не оставляла. Я якутский хорошо знаю. Русский по-русскому тоже хорошо знаю. В общем, и по-немецки немножко. Раньше вот, когда во время войны, немецкий язык изучали. Анфисе Павловне Авиловой в этом году исполнилось 93 года. До 91 года она постоянно принимала участие в музыкальных фестивалях и конференциях различного уровня – международных, российских, региональных. В 1997 году с группой народных исполнителей из Якутии в числе 400 исполнителей-участников со всего мира приняла участие в музыкальном фестивале, посвященном сохранению культуры коренных народов мира. Анфиса Павловна с гордостью вспоминает, как выступала на сцене городов Канады и Соединенных Штатов Америки. В Америку ездила вот с этим Тарганаем. Там было, как сохраниться, это обычай малочисленных народов Севера было. Вот там это 9 концертов мы там поставили. Весь декабрь там прожила, в Америке. И потом везде я побывала, и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Это я еще давно, 59-го года. Тогда только вот корреспондент приезжал, записывал. Это Альберта Лорда, столетие, туда в Санкт-Петербург ездила. Вот там я вот это немного рассказывала. В Тамбовский район Анфиса Павловна Авилова переехала к дочерям в конце 80-х. Почти всю жизнь она прожила в селе Хатыстыр Алданского района. Позже переехала в оленеводческое село Тополиное. В последние годы живет в поселке Хандыга вместе с семьей внучки Анфисы, названной в ее честь. Анфиса Павловна, несмотря на свой солидный возраст, помогает многодетной семье внучки. А на досуге очень любит зависать в соцсетях, компьютерных играх, смотреть в Ютубе разные фильмы. Несмотря на такой возраст, она у нас молодец, помогает мне по дому с детьми. Пока я на работе, будет детей в школу, отправляет, одевает, собирает. Играет она у нас игры на планшете, смотрит фильмы, без интернета вообще не может никак. Знает все номера наизусть она. Даже вот смотрит, последний номер, кто звонил, она все это знает у нас. А без телефона она не может, общается постоянно по телефону, всем звонит, у кого какие дела, все спрашивает. Помогает по даче нам. Ну, бабушку мы очень любим, ценим, уважаем. Она наш, как говорится, лучик света, помогает нам. Без нее, не знаю, было бы нам очень тяжело. Сколько я помню, моя бабушка всегда рассказывала сказки, песни пела и участвовала в разных мероприятиях. И до сих пор, сохраняя хорошую память и ум, она помогает нашей семье. Я горжусь ей. Кухню, давайте чай пить. Чай тига. Чай идемте, чай тигала. Тогли, чай пан, чай тика, дякай, дякай. Би. Води. Да, не выговорю это. Води. Ну, сам включаю его. Сама. Но планшет-то легче. А раньше компьютер играл. Компьютер тоже. Ну, это детям отдала это компьютер. Телевизор теперь нет. Иногда интернета не бывает. Пропадает. Это якутские фильмы я смотрела. Любила. А теперь что-то не включается.
Это, так, извините, что ли. За сохранение языков и духовной культуры малочисленных народов севера Республики Саха-Якутия Анфиса Павловна награждена серебряным знаком Алан-Хасута Итык-Чебыстан как лучший исполнитель тунгусского эпоса, нагрудным знаком за заслуги перед эвенкийским народом. Я этот костюм шила в 97 году. Этому костюму я везде в этой костюме был. В Америке, в Санкт-Петербурге, Москве. Этот костюм у меня огни его. 50 лет. Это ужелы, конечно. Вот это торопа называется. А вот это краска. Это не краска, а вот это камнем я. Даваксел называется камень. Такой. Вот она сколько лет уже. Не стирается. Вот краска не стирается же, а вот это нет. Вот эту скуру, оленья шкура, ее надо сперва разделать, шерсть снять, потом мездру снять, скоблить надо, все. Потом мять ее надо. Вот она цвет не теряет, она кропотливая работа. Не каждый не сделает эту шкуру. Ну вот, а раньше я много выделывала. Вот сама все выделала и шила. В 2023 году по итогам конкурса эссе Халанховой Мекони признана эталонным образцом сказительства коренных малочисленных народов Севера. В числе первых стала стипендиатом главы Якутии, как носитель традиционной культуры республики.